Қалдарыңыз қалай, амансыздар ма? Здравствуйте, дорогие зрители! Мы продолжаем нашу рубрику «Қазақ тілі оңай болсын». И сегодняшняя наша тема от посамущелера. Это означает члены семьи. Вкратце про урок. В этом видео мы разберем одну из самых важных тем в казахском языке – члены семьи или от посамущелера. Вы узнаете 15 базовых слов, которые помогут вам правильно называть родственников. Мы обсудим интересные нюансы. Вот, например, почему слово «апа» может означать и маму, и бабушку, и почему для младшей сестры в казахском языке существует два разных названия. Прежде чем мы приступим к нашей новой теме, к нашему новому уроку, я бы хотел вам задать пару вопросов по поводу предыдущего урока. Хорошо. Если у вас спросили «Қалыңыз қалай» или «Қалдарыңыз қалай», как вы ответите? Мы отвечаем «Жақсы» или «Жаман». Как сказать на казахском языке «добрый день»? Добрый день. Қайырлы күн. Қайырлы күн. А как сказать «до свидания» в вежливой форме? До свидания в вежливой форме. Сау болыңыз. Хорошо. Давайте же приступим к нашей новой теме. И первое слово у нас «ата». Еще раз повторим вместе. «Ата». Перевод «дедушка». Применение, да, так называют дедушку как со стороны отца, так и со стороны матери, да? Хорошо. Следующее слово «аже». Перевод «бабушка». Применение. Это главная женщина в семье, хранительница традиций и мудрости. Хорошо. Третий, четвертый слова очень-очень простые. Это базовые слова «аке» и «она». Еще раз. «Аке». Не «аке», а вот смотрите, вот «аке». Здесь есть звук, буква «э». Вот это третье слово «аке». «Аке». Да? Это перевод «отец». Вот смотрите, применение – это официальное и уважительное обращение отца, да? Но в разговорной речи дети часто говорят «акишим». «Акишим» – перевод «папочка». «Акишим» – «папочка». Теперь смотрите, «она». Перевод «мать», «мама». А применение – это самое глубокое и священное слово в нашем языке. Для нежного обращения используется в основном «анашим». «Анашим». Хорошо. «Акишим» – папочка, «анашим» – мамочка. Хорошо, дальше. Дальше. Теперь смотрите. Очень мое вообще любимое слово, оно очень интересное. Это вот слово «апа». Перевод. Вот смотрите. Перевод «мама», «бабушка», «старшая сестра». У него очень много перевода. Особенность это слово «рекордсмен» я называю, да? По значениям. Вот здесь нужно только смотреть на контекст. В некотором контексте он может прийти как бабушка, в основном как бабушка или как мама. Ну, и в некоторых случаях как старшая сестра, И вот посмотрите теперь на шестое слово. «Апке». «Апке». Перевод «старшая сестра». Применение: уважительное обращение к старшей сестре или девушке, женщине чуть старше вас, да? Можете незнакомую женщину, ну, в основном женщину, да? Если она старше вас по возрасту, можете назвать ее «апке». Ну вот теперь вопрос, да? Как использовать слово «апа» и «апке»? Ну, можно вот так использовать слово «апа» в контексте старшая сестра. Старшая сестра. Вот смотрите, если вам 5 лет, допустим, 5 лет, вашей самой старшей сестре будет 18, можете ее назвать «апа». А уже предыдущих можете назвать «апке». Ну, в основном можно использовать слово «апке». Называйте имя. Например, какое можно имя назвать? Например, Айжамал. Айжамал апке. И так далее, и так далее. Ну, в основном, апа мы используем для выражения бабушки. Ну, смотрите в контекст.
Смотрите на контекст. Хорошо. Следующее слово, это 7-е слово, у нас ага. Перевод старший брат. Смотрите, применение используется не только для родного брата, но и как уважительное обращение к любому мужчине старше вас. Смотрите, по идее перевод слова ага, не только старший брат, можно и перевести как дядя. Но у нас есть отдельное слово, чтобы выразить слово дядя. Это куке. Сейчас в основном не используется, не используется, а редко используем слово куке. В основном мы для всех используем слово ага. Называйте имя и говорите ага. Например, Махсат ага, да? Можно использовать как дядя Махсат или брат, старший брат Махсат, да? Ага. Следующее слово эне, 8-е слово. Эне. Здесь есть буква или звук Еще раз. Эне. Хорошо. Перевод младший брат. Применение: так называют младшего брата, старший по возрасту братья или сестра. Да? Хорошо. Значит, старший брат у нас ага, младший брат у нас эне. Следующее слово бауэр. Тоже очень необычное слово. Бауэр. Давайте я сейчас скажу пару нюансов по поводу этого слова. Бауэр, если делать прямой перевод, это будет у нас печень. Печень, это будет человеческий орган, да? Но, да. Но мы в основном используется как брат, родной человек. Или вот есть сленговое слово, вот я в скобках написал, вот смотрите, бро или братишка. Вот это вот окрас бро, братишка дает вот это вот слово бауэр. Бауэр. Хорошо в казахском языке. Применение. Очень теплое слово, обозначает кровную связь, родную душу. Обычно так называют братьев, включая двоюродных. Да? Угу. Теперь смотрите, 10-е слово олом. Олом — это перевод сын, сыночка. Но олом, если делать правильный перевод, вот смотрите, сын мой. Вот это вот ол — это сын. Ол — это мальчик, сын. А вот это вот оно обозначает, что это мой мальчик. Это мой сыночек. Хорошо? Применение. Это прямое обращение родителя к своему сыну. Например, олом бергельша. Сыночка, подойди-ка сюда. Сын мой, подойди-ка сюда. Но сейчас, не знаю почему, в казахском языке мы используем, чтобы передать вот это слово олом, да, сын мой, сыночка, мы почему-то, не знаю, пользуемся словом балам. Балам. Бала — это ребенок, балам — это мой ребенок, ребеночек мой. Такой есть перевод у него, у этого слова. Но в чем, собственно, дело? Вы спросите, в чем, собственно, проблема? Балам мы можем использовать не только для мальчиков, да? Мы можем использовать и для девочек это слово, да? В казахском языке, да, у нас нету категории рода. Род мужской, женский, да? Да, у нас есть некоторые слова, которые, да, пользуются или мужчины, или женщины, да? Только мужчины, только женщины. Вот, например, слово, да, повторим, да? Предыдущий урок. Ассаламу алейкум. Это слово в основном используют, еще раз повторюсь, используют мужчины. Да, женщина тоже может использовать это слово, но в основном в казахском языке ассаламу алейкум и ва алейкум ассалам пользуются мужчины. Вот сейчас будет еще слова. Мы разберем такие слова, которые мы пользуются только женщины и только мужчины. Да, и я считаю, что неправильно использовать слово балам только по поводу сына, да? Хорошо. Ну, это, как сказать, это уже слишком сильно распространилось это слово в контексте сын. Хорошо. Следующее слово у нас
Мгм. Следующее слово у нас кызым. Да, кызым. Перевод. Дочь моя, но смотрите на контекст. Кызым, иногда некоторые люди пользуются этим словом, чтобы выразить слово девушка. Ягни менің кызым бар. Вот у меня есть девушка. Партнер, девушка, хорошо? Лучше переспросить. Переспросить правильно. Ну, как бы он про свою дочь или про свою девушку, да? Кызым, это перевод дочь моя, доченька. Ну, в основном применение ласкового обращения родителя к дочери или к дочке младше себя, да? Ну, вам может, например, любая, да, незнакомая бабушка или дедушка обратиться к кызым, да? Если вы девушка, да, кызым. Это очень ласковое такое слово. Кызым. Доченька. Хорошо. Карандас. Следующее слово, вот смотрите, 12-е. Еще раз. Карандас. Карандас. Перевод младшая сестра. Но в начале урока я сказал, что есть у нас два варианта, чтобы выразить младшая сестра. Не два варианта, у нас есть нюансы по этому поводу. Вот смотрите, младшая сестра для брата будет карандас. Карандас. И следующий слайд, давайте я сразу покажу вам это слово. И есть 13 слово, вот смотрите, сэнгле. Сэнгле. Сэнгле или сэнгле. Да, это, смотрите, младшая сестра для сестры. Что это означает? Давайте сперва разберем карандас и нюансы этого слова. Вот смотрите, это слово использует только мужчина, в основном мужчины. Если брат говорит о своей младшей сестре или обращается к ней, он говорит карандасым или карандас. Хорошо? Ну, еще есть один нюанс с этим словом, да? Раньше это слово использовалось в контексте, как бы вам сказать, вот в английском слове есть слово siblings, да? Прямой перевод на русский язык, ну, родненькие, вот, можно вот так вот перевести. Родненькие, мои родные, да? Это и братья, и сестры. Раньше это слово использовалось и для братьев, и для сестер. Как бы, вот, например, во многих тюркских языках, вот тот же самый, да, например, в турецком языке есть слово кардеш, в узбекском тоже есть, да, карндас или карндаслар, как-то так. Оно используется в контексте родные и братья и сестры. Понятно? Но в казахском языке мы сейчас используем только, еще раз повторюсь, чтобы выразить младшую сестру, ну, вот это вот слово младшая сестра, но только для брата. Значит, использует его только мужчина в основном. Да, ну, есть такой нюанс, как бы. Раньше использовалось и для мужчин, и для женщин, как бы. Но сейчас нужно использовать так, а то вас не поймут. Если вы скажете мужчина карандасым, вам как-то, или для обозначения вот родненькие, родные, ну, и братья, сестры, как бы, вас не поймут. Скажут, чё? А вот теперь смотрите, есть слово сэнгле. Перевод, да, младшая сестра для сестры. Нюанс, это слово использует только женщина. Старшая сестра называет свою младшую сестренку сэнглем или сэнгле. Хорошо. И 14, вот последние два слова у нас осталось, это агай, 14 слово. Перевод дядя, учитель. Можно использовать тоже для старшего брата. Но смотрите, вот это вот слово агай, оно будет на русском языке дяденька. Ну, может, вот правильный перевод будет дяденька в основном. Дяденька, да? Вот это вот дяденька, вот этот окрас в казахском языке будет агай. Применение брат отца, ну, брат отца можно и куке назвать, в основном куке будет правильнее. Также вот нюанс, смотрите, в школах и университетах это стандартное обращение к учителю мужчине, да? В основном к учителям мы обращаемся агай, да, например, адлет агай, да? Салимет себе адлет агай.
Да, здравствуйте. Дяденька Адлет. Ну, прямой перевод дяденька, но в контексте учитель. Мы используем это слово в основном контексте учитель. Учитель. Хорошо. И 15 слово это похожее слово на агай, это апай, только это уже тетенька. Тетенька или учительница. Применение это сестра отца, матери или взрослая женщина, да? Также это самое популярное обращение к учительнице, да? Хорошо. На этом все. Теперь давайте рассмотрим мини-диалог и закрепим наш урок. Всем спасибо, до свидания. Сәлеметсіздер ме балалар? Бұл менің отбасым, менің әкем, анам, ағам, әпкем, інім, қарындасым бар. Сау болыңыздар!